Меня зовут Ральф, я директор Института космического образования Германии. Это Международный институт за молодежный. Извините, я не говорю немного по-русски. Один вопрос. Вы понимаете по-английски? Нет. Понимаете английский? Да? Английский? Ну ja, окей, это хорошо. Окей. Я говорю по-английски. И and when you have a question, so take your hands, ask it in Russian language. I will see that you can answer or somebody translate me. Okay? That's fine. This is international work. Это международный работать. Да? Okay. I have two presentations, and I want to ask you which presentation you want to see. One presentation is an overview about the actual spaceflight and what the different space agencies want to do in the future. What is your future? Because you want to make the things in the future, to fly to the moon, to land to the Mars and something. So I am for Sol, an ambassador for space education, and this I can explain you. The second presentation is about our work in our institute with international students. And I ask you now, which you want to see? Я тогда кратко перейду для тех, кто, ребят, кто не понял. Значит, у Ральфа есть две презентации. Одна презентация по деятельности космических агентств, связанных с космонавтикой и в основном перспективам развития космических планов. То есть, если вам интересно узнать, что будет в будущем, в ближайшем будущем в космосе, то вот это первая презентация. Вторая презентация по деятельности его института образования, директором которого он является, и по проектам, которые он ведет. Какую презентацию вы хотите увидеть? Первую. Окей. Спасибо. So, еще вопрос. Вот Ральф очень хорошо говорит по-английски медленно и понятно. Вот все-таки всем понятно или все-таки нужно переводить? Немножко непонятно, да? Хорошо. I will see that I can speak so Russian I can, but not I speak in English, okay? So, это я, да? Моя жена, дочка, Косма, дочка Тара, 8 лет, 5 лет и маленький 11 месяцев сейчас, да? Česko. This is me in history, as I was a little bit younger than you, or so old as you. With 9 years, I built my first robot. There was no chance to have a computer, it is only with mechanic. Ральф, one minute, please. Всем понятно, Ральф, когда был вот такой, как Дима, 9 лет, он построил свой первый робот, еще когда сделал свой первый робот. Here you see a spaceship. I built it like so big with my friend. Because in TV there was Star Wars movie, so we want to have also Star Wars to dream about the future, about the cosmos. Ну, понятно, что инициатором вот этих всех идей это был сериал «Звездные войны». Вот, может быть, вы слышали, может быть, смотрели. Они также вдохновили Ральфа на вот создание модели космических кораблей, и он также мечтал о космических полетах. And with 14 years, I built my first computer by myself in my home. In my comnat here, это был первый компьютер, memory 16-bit, 16-bit, комплект механик. Сделал свой первый компьютер небольшой памяти 16 бит. Да. И I had a vision, and I designed a spaceship, a space station, what has a rotation, yeah, with 7 different levels, with lift inside, and here Proton, Soyuz and shuttle. You see, docking, Soyuz and shuttle.
It was in the 80s years, as there was not possible to docking Soyuz and Shuttle together, but my dream was a future like that. Значит, вот вы видите первую конструкцию орбитальной станции, которую спроектировал сам Ральф еще в юности, в 80-х годах. И к этой станции пристыкованы Союз российский, советский тогда, и американский корабль «Шаттл». Но тогда еще ни «Шаттл», ни «Союз» не стыковались. Впервые они состыковались в 90-х годах, то есть Ральф предугадал это на 10 лет раньше, на десятилетия раньше. Это была его идея, что в космосе надо работать вместе. And in this time, I had a dream, as I was sitting in the classroom like you. I was waiting for that moment, opens the door, a man comes inside and asks, we need a child cosmonaut to fly into the space. I don't want wait any second to say, I am here. Okay. Понятно, что мечта вот Ральфа, чтобы вот он сидел здесь, в Космической котлы, вошел человек и спросил, кто хочет полететь в космос, и он был на вашем месте, ни одной секунды не раздумывал. So, unfortunately, I was not in space, but until now, until 2005, I am the director of International Space Education Institute. Каждый год мы ходим 4 раза на США и Россия. 250 обмен урок на год. И сейчас мы организация, ja, Präteritum, 1000 excursions for young people like you, from America to Germany, from Germany to Russia, Russia to Germany, Russia to America. And this is our future, because we have one world and we have one future. So we must work together, okay? С 2005 года Ральф является основателем и директором такого Международного института образования, космического образования. Ежегодно он организует 4-6 зарубежных поездок, выездных, в которых участвует 250 иностранных студентов. То есть идут обменные программы США-Германия, Германия-США, Германия-Россия, Россия-Германия, Россия-США и так далее. И сейчас тоже Индия и Китай. И к этим проектам присоединяется сейчас Индия и Китай. Кения тоже. Да? Кения? Кения, да. Кения. Ja, Afrika. Afrika. Environment supplies. Patron or head with name behind our institute is Professor von Puttkammer. He was a team member of Wernher von Braun and director of MKS, and Dodge Sekiparovich Korolev. Значит, вот поддерживают, основали и поддерживают этот институт профессор фон Путкамер, который работал вместе с Вернером фон Брауном. Знаете такую фамилию? Знаете такого человека? Вернер фон Браун был конструктор ракет «Пау». Вот. И дочь Сергея Павловича Королева, она также со стороны России поддерживает работу этого института. Окей. Это мой дочь Косма. Она очень красивый посол за международные космические образования. So, let us see what was the history. The history, a lot of people say there was a space race, Gonka Cosmos. I think it was not a space race, it was a collaboration. They worked together. One rocket was launched in Russia with the Sputnik. Wernher von Braun, oh, we must do this too. Okay. No? Then came Explorer 1, and in Russia, Sergei Korolev said, okay, we make it better. Next rocket was launched. Then Gagarin, then Alan Shepard, then this shuttle, then the Buran. And now we have one space station. I see this is a work together. It is
separate political systems, but the engineers and the scientists anytime worked together. And I can explain you why. Значит, вот всем известен термин гонка в космосе, космическая гонка, да? Ну, все представляют так, что Россия и Советский Союз и Америка соревновались друг с другом. Но Ральф рассматривает это с другой стороны. Это было взаимодействие. То есть Королев первый запустил спутник и вынудил фон Брауна запустить Explorer, первый американский спутник. Затем последовал запуск Гагарина, фон Браун ответил запуском Шепарда, ну и так далее. Вот это соревнование, фактически это взаимодействие вылилось во что? В создание на орбите Международной космической станции, где инженеры и ученые работают вместе. А между этим была встреча Airbus, Аполлон-Союз, тоже стало интересно. Also, I know the son of the constructor who made up a docking mechanism. In the year January 2008, there was a big celebration for 50 years anniversary of American Sputnik. This is Explorer 1. And here you see a picture. What is very unique? You see Natalia Sergeyevna Korolyova, the Sputnik, and you see Konrad Dannenberg, who was leading engineer of rocket propulsion by Apollo, together with the American Sputnik Explorer 1. This is Fred Ordway. He is also engineer by Apollo and editor, redacteur for all press. They are together on one place. В январе 2008 года был 50-летний полувековой юбилей запуска первого американского спутника «Авангард». Кстати, знаете, почему он назван «Авангардом»? Потому что американцы надеялись, что он станет первым, а Королев их опередил. И это замечательное историческое, значит, событие, вот фотография исторического события. Вы видите Наталью Королеву, дочку Сергея Павловича Королева, рядом с королевским ПС-1, простейшим спутником советским. И вот трое инженеров, которые были причастны к созданию ракеты, вот держат макет ракеты, которую запустила спутник Авангард. Да? Explorer 1. Explorer 1. Is not Vanguard, together with Redstone rocket. Значит, спутник Explorer 1. No. Natalia Sergeyevna was invited to Huntsville by my friend Jeske von Puttkammer, and she was not sure when she goes to this place if she will be welcome or not. So I said, Natalia, no problem, I know Huntsville, Alabama, come with me, I will show you all the places. And she see the same sizes of rockets like in the Musée Kosmonautiki or in RKK Energia, like her father made it. And she was sit together on the dinner with all these engineers, and they were listen to her, very silent. So they can speak together as they was working together in the last 50 years. Значит, когда Наталью Королеву приглашали в Хантсвилл, Алабама, она не была уверена, примут ли ее, официально ли это визит. Значит, Ральф ее уверил, что, значит, это будет гостеприимно, что примут ее официально, и она в итоге сидела за одним столом с вот этими инженерами, создателями ракеты и спутника, выступала, и они ее слушали внимательно, так, как если бы они вот все эти 50 лет работали вместе.